Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Ситуация с COVID-19 в Алданском районе характеризуется как стабильная. Медицинские бригады выезжают на предприятия для вакцинации. В Нерюнгринском бизнес-инкубаторе вручили ключи от офисов 5 новым резидентам, что включает в себя программа бизнес-инкубирования. Якутяне в июне отметят День России, национальный праздник СЭХ. В первом месяце лета будет 6 праздничных выходных. Якутия находится на 6-м месте по привлечению инвестиций в территории опережающего развития среди 11 регионов. И это несоразмерно потенциалу республики. Об этом сообщил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев после совещания с главой Якутии Айсеном Николаевым, где обсуждалось развитие ТОР. Напомним, на территории республики создано 2 территории опережающего развития. Это Якутия и Южная Якутия. Реализуется 40 проектов резидентов на общую сумму около 124 миллиардов рублей. И главное, чего удалось добиться в результате поддержки реализации этих проектов – дать вторую жизнь городу Нерюнгри, отметил Юрий Трутнев. Создано около 5000 рабочих мест. Компания «Колмар» ведет работу по созданию 2 горно-обогатительных комплексов – и Наглинский, и Денисовский. Саха-Якутия существует 2 ТОРа. Якутии этого мало. Якутия сегодня находится по, скажем так, объему привлечения инвестиций в территории опережающего развития на 6-м месте среди 11 регионов. Совершенно уверен в том, что это не соразмерно потенциалу республики. То, как сегодня люди работают, то, как развиваются здесь высокие технологии, говорят о том, что сделать можем больше. Вот мы еще только начали работу сегодня, мы ее продолжим, поищем вместе резервы развития. Я считаю, что совещание, которое сейчас мы вместе проводим, связано с развитием энергетики, с более эффективным использованием потенциала полезных ископаемых. Для того, чтобы действительно ускоренно прорываться вперед, нам нужны темпы экономического роста не ниже 7%. А для этого нужен другой объем привлечения инвестиций. Вот я попросил коллег из Министерства по развитию Дальнего Востока, корпорации, просчитать эти цифры и просто сделать их плановыми показателями по каждой разбить по каждой территории Дальнего Востока. Мы сейчас видим, что благодаря развитию этих территорий многие проекты у нас из разговоров перешли в практическую деятельность. ТОР Южная Якутия, на мой взгляд, на самом деле, вот я полностью согласен, он спас город Нерюнгри, он спас целый Нерюнгринский район. И благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе и Эльгинский угольный проект, уже заиграли по-другому. И сейчас очень активно идет развитие города Нерюнгри. И впервые, вот мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос, просьбу поддержать нас в рамках уже строительства жилья для города Нерюнгри, причем квартал, это не просто 1-2 дома, это целый квартал на 100 тысяч квадратных метров. И мы очень надеемся, что Министерство развития Дальнего Востока и Арктики в рамках единой субсидии данный проект рассмотрит и поддержит. Проекты по ТОР Якутия тоже очень важны. Это и проект круглогодичного детского лагеря, это и проекты, уже, которые будут реализовываться в Нижнем Бестяхе для местных товаропроизводителей, оптово-распределительный центр, это и Жатайская судоверфь, это и те проекты, которые у нас реализуются в Кангаласах. Они вкупе, конечно же, дают развитие огромной территории, вот, которая сосредоточена у нас вокруг города Якутска. Конечно же, темпы надо усиливать. Мы уверены, что здесь и будут развиваться не только вот промышленные проекты в рамках ТОРов, но и социальные проекты. Теперь к эпидобстановке. Еще 100 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них большинство в Якутске – 60. По 6 случаев в Вилюйском и Мигино-Кангаласском районах, по 5 в Амгинском и Усть-Алданском. В Чурапчинском районе 4 заболевших, в Эмиконском и Хангаласском по 3 случая. Еще в 4 районах заболели по 2 человека. За сутки лаборатории региона провели более 2800 исследований на ковид. В самом разгаре массовая иммунизация населения Якутии. Всего в республику поступило примерно 198,5 тысяч доз вакцины. Первый компонент получили 170,5 тысяч человек, второй почти 113 тысяч. Использовано 86% от общего объема препарата.
Ситуация с COVID-19 в Алданском районе характеризуется как стабильная. Вакцинация продолжается. Помимо стационарных пунктов в Алдане, Тамоте и Нижнем Куранахе медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации. Прививки получают все желающие. Тему продолжит Татьяна Вахнина. О том, что прививки против COVID-19 будут ставиться с 9 часов утра, студенты политехникума были предупреждены заранее. Однако очередь в медицинский кабинет образовалась задолго до назначенного времени. Заполнив анкеты и подписав документы о согласии, студенты ожидают приглашения на прививки. Данная кампания у нас проводится в техникуме уже второй раз, иммунизация проходит. У нас и преподаватели, и студенты довольно активно все идут на вакцинацию. Иммунизация против COVID-19 в Алданском районе продолжается. Помимо стационарных пунктов в Алдане, Тамоте и Нижнем Куранахе медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации. В техникуме прививки получают все желающие. У нас некоторые ребята приходят вместе с родителями, особенно кто планирует произвести выезд за пределы Алданского района. Преподаватели приходят с членами семьи. Врачи подчеркивают, думать нужно не только о себе. Человек, переносящий заболевание в легкой форме, заражает окружающих, и для кого-то инфекция может стать убийственной. На первый день лета в стационаре и под медицинским наблюдением находились порядка 50 человек. Под медицинским наблюдением находится 30 человек, в инфекционном отделении 13 человек, половина из которых пенсионеры. Вакцинация проходит хорошими темпами. На сегодняшний день освоена практически вся вакцина. Остаток составляет 1049 доз гамма-ковида. Абсолютных неспецифических методов защиты от COVID-19 не существует. Рекомендуемые к соблюдению противоэпидемические меры снижают риск заражения, но не сводят его к нулю. Максимально защититься от инфекции и предупредить развитие осложнений можно только с помощью вакцинации. Вирус теперь накинулся на детей, вирус накинулся на подростков, и заболевание проходит отчасти даже сложнее, чем было в первый поток пандемии. Поэтому единственный вариант на сегодняшний день – это все-таки самозащита, а самозащита – это средства индивидуальной защиты и вакцинация. Алданский район не изолирован от других субъектов республики и России. Исключить миграцию населения невозможно. Не получится избежать и мест скопления народа. Предугадать, где циркулирует коварный вирус, нельзя. Сегодня чрезвычайно важно проявить благоразумие. Только сформировав коллективный иммунитет, возможно остановить распространение COVID-19. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Дополнительное финансирование направят на защиту лесов от сибирского шелкопряда. Вопрос борьбы с вредителями леса рассмотрен накануне на встрече главы Якутии Айсена Николаева с замминистра природных ресурсов и экологии России Сергеем Анаприенко, а также руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Федеральное агентство лесного хозяйства и республика выделят средства на дополнительное финансирование мероприятий по борьбе с шелкопрядом. Также стороны обсудили меры повышения эффективности охраны лесов на территории региона от пожаров, снижению их количества. Кроме этого, разговор коснулся перспективы развития лесопромышленного комплекса в южных районах Якутии. Угрозы селу Тюбяи от лесного пожара больше нет. Об этом сообщил глава Сунтарского района Анатолий Григорьев. Пожар окружен по периметру спецтехникой. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенному пункту нет. Ранее распространялась информация, что в соседнее село эвакуировали детей и пожилых граждан. Эвакуация не проводилась, сказал Григорьев. По последней информации, пожары у села Тюбяи выжгли более 120 гектаров леса. С огнем борются 95 человек, в том числе 10 работники аэромобильной группы МЧС. Как сообщали ранее, ночью работал вертолет с водосливным устройством. Он произвел 24 сброса. Сейчас мы находимся рядом с поселком Шея. Пожар этот был уже позавчера в Тюбяи. Перекинул реку Вилюй. По команде главы УЛУСа Анатолия Васильевича сразу с Сунтара приехали в Шею. И пожар был уже верхний. Задействовано около вчера уже 200 человек. Поэтому так быстро сделали 4 трактора было, машины, водобоз, Шеи, Сунтара прибыли и ночью работали до конца, чтобы не перекинул линию. Работа ведется и надеемся, что
ветреный день не будет, поэтому опасно, что верхний пожар оказывается. Ну, ночью пожар чуть-чуть затихает, спит. Поэтому работа ведется в основном ночью. Авиакомпания «Якутия» с 1 июля отменит рейсы в Нерюнгри. Это связано с закрытием местного аэропорта на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в период с 1 июня по 31 октября Якутия вынуждена в июне частично отменить некоторые рейсы, а с 1 июля будут отменены все рейсы в аэропорт Нерюнгри. При этом срок действия электронных ваучеров, оформленных вместо возврата билетов по данному маршруту, продлевается до 31 декабря. Для продления срока необходимо отправить заявку в Центр продаж и информации авиакомпании «Якутия». А в Нерюнгринском бизнес-инкубаторе центра «Мой бизнес» вручили ключи от офисов 5 новым резидентам. Теперь предпринимателям доступны все услуги, включая государственные и муниципальные. Подробности у Ирины Кичигиной. Программа бизнес-инкубирования включает в себя сопровождение и продвижение проектов резидентов, привлечение экспертов, консультации по ведению бизнеса, а также бесплатное посещение образовательных мероприятий. На конкурсной основе предприниматель получает в аренду офисное или производственное помещение, оборудованное всем необходимым для работы по льготной цене. Кроме того, все перечисленные услуги можно получить и без аренды помещения, став дистанционным резидентом. На данный момент у нас действует 15 резидентов. Действительно прошел конкурс 26 мая. По результатам этого конкурса у нас было 5 новеньких резидентов. Они, значит, у нас будут заниматься образовательными услугами, грузоперевозками, транспортным консалтингом, производством сувенирной продукции и разработкой мобильных приложений. Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, прежде всего необходимо, чтобы подходил вид деятельности. Есть ряд ограничений, которые не допускают прохождения конкурса, такие как оптово-розничная торговля, добыча полезных ископаемых, медицинские и нотариальные услуги. Сама программа бизнес-инкубирования рассчитана на 3 года. За это время предприниматели получают возможность развивать свое дело с минимальными затратами и могут укрепить свои позиции в бизнесе. Если даже разбирать момент такой аренды, дешевле в городе точно аренды не будет. А плюс тому, что тут образовательные учреждения рядом находятся, и тут, так сказать, небольшая семья уже, и все друг другу помогают в плане юридических моментов, бухгалтеры. То есть мне уже сэкономить я могу реально за счет того, что я какие-то моменты получаю бесплатно. Вести свой бизнес с такой поддержкой, конечно, намного проще. И начинающие предприниматели, безусловно, благодарны бизнес-инкубатору за возможность быть его резидентом. Ирина Кичигина, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Летние каникулы – это прекрасная возможность заработать на карманные расходы. По программе занятости населения этим летом запланировано трудоустройство более 4000 школьников. Ребята занимаются благоустройством, озеленением, также выращивают овощи, помогают на сенокосе. Помимо этого, 108 детей намерены работать в оленеводческих стадах. Они помогут чумработницам в ведении хозяйства, караулят оленей. Согласно Трудовому кодексу, дети должны работать не более 4 часов в день. Работодатель им выплачивает зарплату, а через службу занятости населения школьники получают еще и финансовую поддержку – 4000 рублей. Есть такой плюс, что уже и больше нету границ. То есть арктические улусы, другие улусы, все могут подключиться, и охват можно сделать даже больше, чем обычно. Фестиваль летней занятости «Лето наших открытий 2.0». Наш центр впервые его проводит, да? И мы его проводим как разные активности, разные мастер-классы. То есть дети могут подключиться в Инстаграме, в нашем Ютубе. Проводятся ежедневно прямые эфиры по разным направленностям, по разным темам. И чтобы зарегистрироваться на наш фестиваль, вам нужно пройти на наш сайт r14navigator.дети, найти наш, получается, фестиваль «Лето наших открытий 2.0» и зарегистрироваться. Тогда ваш ребенок получит сертификат об участии в нашем фестивале, и это будет дополнительным плюсом ему. 400 лет исполняется в этом году поселку Витим Ленского района. Округлую дату отпразднуют в начале сентября. Витим посетят первые лица республики, пройдут концерты местных и приглашенных творческих коллективов. Оргкомитет выбрал логотип юбилейной даты. Его авторы из города Якутска взяли за основу архитектуру исторической ценности Витима – домов купцов Громовых, построенных в XIX веке. К юбилею в подобном дизайне оформят центральную улицу Витима, а праздничную эмблему разместят на баннерах, сувенирной символике и информационных стендах, установленных к празднику.
А в июне у якутян будет сразу 6 праздничных выходных. Они связаны с празднованием Дня России и национального праздника ЭСЭХ, сообщает пресс-служба Минтруда региона. Поскольку День России 12 июня выпадает на субботу, дополнительным выходным станет 14 число. 21 июня для работников органов государственной власти и госучреждений Якутии является нерабочим праздничным днем. Таким образом, в этом году якутяне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня в связи с Днем России и 19, 20 и 21 июня в связи с празднованием национального праздника ЭСЭХ. Кроме того, продолжительность рабочего дня или смены предшествующего празднику сокращается на 1 час. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.